Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное заранее спасибо за ваши лайки под видео, за ваши хорошие, добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Загадайте человека и узнайте, что он думает о вас и что думает о вас прямо сейчас. Пожалуйста, посмотрите на песочек. Подумайте о любимом человеке, либо о том человеке, который вам интересен. Вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Закройте глаза. Несколько раз позовите его по имени. Вы должны почувствовать, что он рядом. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что думает обо мне? Назовите человека по имени. Что он думает обо мне прямо сейчас? Надеюсь, вы настроились. Я попрошу высшие силы дать возможности мне ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что о вас думает загаданный человек и что думает этот человек о вас прямо сейчас. Ага. Так, начну снизу. Во-первых, вы для этого человека просто какой-то гений чистой красоты, невероятного ума. Он вами восхищается, он вами вдохновляется. Вы наполняете этого человека, даете какие-то невероятные эмоции, ощущения, чувства. Вы излечиваете душу этого человека. Если вы, например, мастер-массажист и загадали своего клиента, поверьте, вот то, что вы ему даете, никогда в своей жизни он не испытывал, не получал. И это для него очень важно и нужно. Всегда почему-то думает, смотрите, вот вы вышли вот прям в самый центр, да, ваши руки, ваши ноги, ваше тело, ваша голова. Он думает о вас купе, да, в целом, потому что вы для него вот уникальны, невероятно привлекательны. Считает, что вы вот просто как магнитом его маните к себе, и он иногда теряется, да, теряется в разговоре с вами, теряется как-то по поведению, да, может вести себя очень странно, потому что не знает, как правильно реагировать, не знает, как вам подходить, не знает даже, о чем с вами говорить, чтобы, например, там вас не обидеть случайно, либо наоборот не показаться там невеждой, либо там скучным человеком. То есть такой момент происходит. Так, человек, которого вы загадали, вот особенно мужчину, если вы загадали, здесь этот человек, он, я не знаю, то ли он под магией. Я вообще не люблю на общих гаданиях говорить про такие вещи, но здесь либо магия, либо очень сильное психологическое влияние на человека. Какая-то непростая ситуация, сложная. И я бы даже так сказала, да, что очень сильно на него вот влияют. Достаточно даже не то чтобы сильно жестко, даже я бы сказала. Возможно, вот это влияние, оно до сих пор в его жизни есть. Либо есть женщина, которая очень сильно влияет. Это может быть и как жена, бывшая, либо мама. Да, вот кто-то очень сильно влияет. Но женщина очень большая вышла, очень большая. Вот она, видите, какая большая. Она перекрывает ему все дороги. Она его, вот смотрите, вот она такая огромная, и он такой маленький. Смотрите, над головой у него такой огромный острый камень. Вот этот камень она ему положила, да. То есть, возможно, у человека сейчас в жизни очень много неприятностей, каких-то странных, страшных, острых моментов. То есть как-то все идет через одно место. И это все из-за вот этой женщины. Я не знаю, кто она. Она просто какой-то монстр, да, по-другому не скажешь. Очень злобная женщина. Эта женщина, я не знаю, я бы так сказала, она не дает вам возможности быть вместе и быть счастливыми. Вот так я скажу. Если ваши отношения не строятся, не ладятся, знайте, что виновата она. Даже если вы смотрите на своего мужа, знайте, что в его окружении может быть мама, может быть бывшая, может быть кто-то очень сильно на него влияет.
Понимаете, тут очень жестко, все жестко идет, тут стрелочки идут, ну да, привязки. Здесь очень много привязок. Он, знаете, он как кукла-марионетка. При этом над этой марионеткой там не веревочки, да, а вот этот огромный острый камень. И если он опустит свои руки, вот видите, он опустит свои руки, этот камень упадет на него и просто его раздавит. Вот такая идет ситуация. То есть, если мужчина ведет себя как-то странно, неадекватно, знаете, что виной тому третий человек. Третий человек, который очень жестко пытается этого вашего мужчину загаданного контролировать. Мало того, там еще может быть и ребенок. Смотрите, здесь ребенок небольшой. Либо это ребенок, либо кто-то из младших родственников, там братья, сестры, не знаю, какие-то друзья, которые там поменьше, помладше. То есть ваш мужчина достаточно зависимый, он умеет попадать, вернее, как он расположен к этому, да, то есть он попадает постоянно под чье-то влияние, под чью-то зависимость. Поэтому нелегко придется. Смотрите, этот рисунок, он очень большой, занимает прям такую серьезную площадь, да, в целом. Так что, мои дорогие, обратите на это внимание. Если где-то не понимаете человека, не понимаете мужчину, знайте, что все не просто так. Так, вернемся к теме, да. Что думает о вас? Ну, думает, что вы одинокая. Смотрите, вот вы вот такая одинокая. Одинокая, как будто бы вам вот грустно, да, никто не может вас развеселить, либо вы сама такая от природы, знаете, с грустинкой, человек с грустинкой. С одной стороны, он видит, что это очень романтично, с другой стороны, он бы хотел бы, там, не знаю, подарить вам солнце и луну, развеселить вас, увидеть вашу улыбку, услышать ваш невероятный смех. Понимаете, вот такой момент. Вы для него звездочка, вот она, видите, звездочка вышла. Вы для него самая яркая, самая привлекательная. И даже если вы там неписанная красавица, то для него, для этого загаданного человека, вот у вас какие-то невероятные черты лица, какие-то невероятные пропорции. Человек просто, ну, он просто, не знаю, у него глупая улыбка, да, когда он смотрит на ваши фотографии, когда он вспоминает о вас, у него губы расплываются в улыбке, да, и глаза становятся такими прям, знаете, наполненными, добрыми и блестят. Вот, вы его допинг, вы его дыхание, вы его кислород. Вот о чем он думает. Он думает, что ему очень сильно повезло, что он вас встретил на своем жизненном пути, что ему посчастливилось, что он может к вам, ну не знаю, там обратиться, с вами поговорить, как-то проявиться к вам, да, по любой теме. Вот ему это очень нравится. Так, ему, кстати, а в вас не нравится такое качество, вот он видит вас зайчиком. Зайчиком он видит, считает, что вы немножечко, ну то ли трусливая, то ли боязливая, то ли... Но есть какие-то у вас характеристики зайчика, да, чего-то вы побаиваетесь, да, либо сложно вас уговорить на что-то, да, может вы какая-то, не знаю, старомодная, либо, ну, не любите новых каких-то перемен, веяний, да. То есть какие-то моменты он у вас видит. Кстати, может у вас по зайчику считать, что вы такой милый зайчонок, да, который нуждается в защите, в помощи, в опеке, да, такая, знаете, слабенькая. И вас нужно обязательно всегда поддерживать и защищать, потому что вот сзади здесь человек с дубиной стоит такой на страже. Да, хотел бы он вас защищать, хотел бы решить все ваши проблемы, все там дела, которые вам мешают, всех там, не знаю, там неприятелей победить, всех там врагов отменить. Да, чтобы вы вот прям по жизни шли без кочки, без запиночки, да, с улыбкой на лице, и все бы у вас было хорошо. Да, и дорогу вам посыпать розовыми лепестками. Вот что он хотел. Кстати, человек очень часто и много о вас мечтает. И знаете, иногда он заходит так далеко в своих мечтах, что теряет связь с реальностью. То есть теряется момент, да, где мечта, а где реальность. То есть, как это, знаете, называется, сны наяву. Вот такое состояние у него, кстати, насчет вас очень часто проявляется. Сны наяву. Вы знаете, в идеале, вот он считает, что вы идеальная пара. Идеальная пара, которая вот прям по судьбе, вы встретились, все так классно, замечательно, не зря, не случайно, вы должны были встретиться, вы должны были быть вместе. И он считает, что у вас прекрасное будущее вдвоем, что вы вот вдвоем в паре, у вас общая дорога жизни, общая крыша над головой. И вот он, знак судьбы, знак кармы, знак судьбы. То есть считает, что вы
как ни крути, вот что бы ни происходило, вы принадлежите друг другу и должны быть вместе. И даже если сейчас у вас отношения не самые прекрасные, не самые перспективные, мужчина все равно уверен, что это дело времени, что все равно все станет на свои места. По крайней мере, он не готов от вас отказываться. Не то, чтобы даже не готов, его и не заставишь от вас отказаться. Тут этого человека вы будете, я не знаю, там, метлой гнать из своей жизни, он не уйдет. Вот такой момент. Слишком сильно вы его зацепили. Что думает сейчас о вас? На данный период времени он очень сильно по вам скучает. Кстати, если вы где-то опубликовали новую фотографию в каких-то социальных сетях, то он ею, поверьте, любуется, уже, не знаю, там до дыр ее засмотрел, настолько уже замедитировал вашу фотографию. Он вам улыбается. Он, кстати, кому-то вашу фотографию показывал, и там человек тоже как-то вами повосхищался, ему так приятно было, ему прям, знаете, как бальзам на душу, на сердце. Мои дорогие девочки, я не знаю, что вы сделали с этим мужчиной, но он мечтатель и романтик, а вы его идеал, вы его счастье, и вы его наполнение. Мужчина, знаете, вот почему-то мне по этому песку идет, что в жизни он ведет себя не так романтично, как вот он в мечтах, да, вот в мечтах о вас, в мыслях о вас. То есть как будто бы живет двумя разными жизнями. Почему так происходит? Либо он не свободен, да, и действительно вот эта женщина очень жестко его там кошмарит, контролит, либо он не может вам раскрыться, либо не может раскрыться до конца. И это его мучает, он из-за этого переживает. Но такая уж ситуация, да, с этим ничего не поделать. Он будет раскрываться со временем. То есть это не дело одного месяца, либо даже одного года. Это раскрытие поэтапное, да, длиной, наверное, таки во всю жизнь. Вы, конечно же, оставили неизгладимый след в его сердце, в его душе. И на его восприятие он не желает с вами ни при каких условиях прощаться, да, расходиться по разным углам. Он желает с вами быть вместе и идти по жизни рука об руку. Вот такая ситуация. Так, мои милые, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.